Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Гуля Поготова, и мои коллеги Надежда и Елена. Сегодняшняя тема наша – это секреты здоровых, красивых волос. А значит и кожи, а значит и ногтей. Ведь волосы красивые, шикарные, здоровые – это символ женской красоты. Не правда ли? Но уход за ними требует неимоверное количество времени, всяких средств и усилий. Еще нужно заставить себя это сделать. На самом деле мы вот сейчас за чашечкой чая поговорим об этом и дадим такие простые, нехитрые советы, как это сделать в домашних условиях. Сохранить семейный бюджет и не напрягать, собственно говоря, себя. Итак, как же обрести здоровые и красивые волосы? Ну, бабушкин рецепт. Расчесывай волосы почаще. Ведь волосы у женщины издревле считались еще и показателем женской силы, женской энергии. И вот ритуал расчесывать волосы – это не только массаж головы, да, очищение волос, но еще некий даже такой энергетический подход к тому, чтобы усилить свою энергетику, расчесать, быть красивой. Ну, хорошо, да. Ну, что значит почаще? Мне кажется, не почаще, а конкретно. Несколько раз в день, 3-4. Да. А есть еще совет, не просто расчесывать волосы, если действительно есть проблема обильное выпадение волос, то вплоть до того, что нужно наклониться так, чтобы действительно была возможность крови прилиться к волосам во время расчесывания, и до 15 минут щеткой средней жесткости расчесывать кожу головы. Да, здесь очень большое значение имеет, какая у вас щетка, потому что специалисты знают, что расческа, щетки рознь. Иногда бывают такие щетки, которые выдирают волосы. То есть они вредят больше. Они вредят больше, да. Поэтому на это, прежде чем расчесываться чаще, нужно обращать внимание. И все-таки выбрать свою любимую, хорошую, не вычесывающую, не повреждающую ни корень волоса, ни саму структуру волоса расчесочку. Очень неожиданный совет будет от меня. Мы привыкли принимать душ, купаться в теплой, либо даже в горячей воде. Но она же так расслабляет, как-то умиротворяет. Это замечательно, но когда речь идет об уходе за волосами, то оказывается горячая вода как раз выступает стресс-фактором для волос. Как раз волосы горячую воду совершенно не любят. Они становятся ломкими, истощенными. Поэтому рекомендуют, во-первых, голову мыть теплой водой. И чем холоднее вода, тем лучше. А напоследок, после мытья, ополоснуть ее холодной. Делать это нужно после каждого мытья головы. А я нашла такой секрет, не поверите. Как правильно мыть голову? Знаете? Оказывается, сначала нужно мыть голову кондиционером для волос, а потом шампунем. Вот это новость. Это более, оказывается, благоприятно для волос. А уже после того, как шампунем помыла, ополоснуть водой с лимоном или даже кокосовым маслом. Ну, если у кого такие есть, кокосовое масло, его еще же нужно найти. А мой рецепт, собственно говоря, традиционен. Маски, всевозможные маски для волос. Ведь волосы наши тоже подвергаются стрессу. Вот один из стрессов, который мы назвали, это горячая вода. А как же насчет солнца? А как же насчет постоянных термических укладок? Фенов и так далее. Поэтому все-таки нужно с волосами немножечко их беречь, любить, точно так же, как и лицо, кожу. Мы же делаем на ночь какие-то процедуры, там кремчик утром, кремчик вечером. Маски какие-то, и волосы, пожалуйста, тоже. Вообще-то рекомендуют 2 раза в неделю, хотя бы 1 раз в неделю, суббота или воскресенье, выберите время для того, чтобы насладиться вот этим состоянием, пропитыванием маской ваших волос. Они вас потом отблагодарят за это. Самый простой состав, который проще не придумаешь, да? Это яйцо и пиво.
Размешать так, чтобы была однородная консистенция, нанести на кожу головы и распределить равномерно по всей длине волос, одеть шапочку. Сколько выдержишь? 15-30 минут походить с таким составом. Очень легко смывается, но волосы точно отблагодарят. Они станут шелковистыми, мягкими на ощупь. Да, это как-то рецепт моего детства. Когда к бабушке приезжали на лето, мы всегда не понимали, почему же бабушка вместо вкусного шампуня нам, собственно говоря, моет голову яйцом. Желтком, вернее. Именно желтком. Он пенился, да. Да, именно желтком. Ну, желток, это же в детстве, это же так невкусно пахнет, это же так ужасно, и что же вот этот желток, а потом его надо вымыть хорошо, а если плохо вымыл, то потом с сухих волос вытаскиваешь этот желток, который не вымылся и так далее. И только уже вот в более взрослом состоянии ты понимаешь, а как же была права бабушка, когда домашними яйцами, домашним желтком всем своим внукам намывала волосы, особенно девочкам. Поэтому могу сказать, что да, рецепт пошел. Поэтому у вас такие красивые волосы. Витамины, дрожжи, Да. ну действительно Да, такой да, богатейший состав да, и в да, желтке, и в пиве. Ну Да. там и в пиве витамины группы В, Да. а в желтке там фосфатидилхолин, очень полезное вещество тоже для клеточных мембран. Ну, это для тех, кто, знаете, хочет... Специалисты. Специалисты, Тот, кто хочет разобраться более подробно и детально. Да, но мы, собственно говоря, можем еще предложить такую маску, как авокадо с медом. Но тоже не секрет, что все, что мы употребляем, собственно говоря, вовнутрь, такие полезные вещи, как мед и авокадо, можно делать из них маску. На блендер размешивать и вот наносить на длину волосы. Ходить какое-то время, как обычно, 15, 20, 30 минут с этой маской. Пропитывается волос, становится живой, красивый, свежий, молодой. Повторять нужно процедуру, как я уже повторюсь, как минимум 1 раз в неделю. А вот интересно, если кто-то противник, ну, таких действительно натуральных масок, а все-таки пошел в магазин, в масс-маркет, либо в аптеку и подобрал там себе какую-то маску для волос, насколько она эффективна и будет ли она какой-то заменой натуральным компонентам? Я могу сказать, вот на самом деле индустрия бьюти, она шагнула очень хорошо и очень далеко. И даже вот косметологи, которые ведут своих клиенток еще вот с тех давних, можно сказать, даже 80-х, 90-х годов, им клиентки все время их спрашивают, да, ну вот помнишь, раньше было все такое натуральное, все такое хорошее, ты вот сама замешивала, ты сама что-то делала и так далее, ингредиенты замечательные. На что косметолог говорит, слушайте, но сейчас это же прелесть, не надо ничего замешивать, тебе уже все замешали, причем специалисты 150 раз проверили и на животных, и там на разные опыты поставили, что все это безопасно, эффективно и удобно, самое главное. Другое дело, вот могут написать, а этого там содержаться, ну, этот ингредиент может отсутствовать. Да? То есть нужно очень быть осторожным в выборе косметики, в выборе торговой марки и очень осторожно быть к вот таким вот, ну, я бы сказала, это не фальсификаты, но к недобросовестным производителям, которые могут недомерить, недоложить, ингредиенты неправильно собрать, и тогда вместо эффекта красоты вы можете получить обратный результат. Противоположный результат. Да. И мне кажется, тогда имеет смысл все-таки покупать такие маски в аптеках, которые снабжены определенными сертификатами, правда? Да. Прошли определенную проверку. К ним доверия точно больше. Ну, как минимум. Ну вот у меня был опыт, когда я купила дорогую маску известной фирмы, но тем не менее она не подошла моим волосам. То есть волосы после нее были тусклые, спутанные, абсолютно вот как бы много денег заплатила, но пользоваться я не смогла. А вот из аптеки такую достаточно доступную маску и с удовольствием пользуюсь, и мне нравится. Ну, здесь тоже нужно путем проб и ошибок, потому что наши волосы, точно так же, как и мы, можем быть достаточно
Отличаться ну да, друг вот от мы друга. ж не Да. едим всю единую пищу, потребление, вот даже мы втроем, да, у нас у каждого свой рацион питания. Свои да, предпочтения. Свои предпочтения, но наверняка у наших волос такие же предпочтения тоже существуют. Поэтому все, друзья мои, путем проб и ошибок и внимательно. Ну, кстати, еще если говорить о волосах, важно еще защищать их от высоких температур. То, о чем вы сказали. И если, например, волосы окрашивают, укладывают феном, делают какую-то химическую термозавивку, Я бы сказала, делают это часто. то, безусловно, Очень часто. это огромный риск для волос, чтобы быть слабыми, ломкими, не блестящими. Поэтому либо же какую-то использовать термозащиту, либо же все-таки какую-то регулярность уменьшать воздействие высоких температур, но тоже заботиться о том, чтобы высокие температуры не разрушали наши волосы. Я абсолютно согласна. Без фена у нас уже Немыслимо. Мойка волос Да. не происходит, да, вернее, после мойка. А без всяких приспособлений, чтобы накрутить локон или сделать волос вьющимся, или наоборот выровнять, как обычно кучерявые хотят быть с прямыми волосами. И наоборот. Да. И вот здесь вот применение таких высоких температур со стороны технических средств, оно, конечно, губительно. Это не означает, что этого нельзя делать, это можно делать, но еще есть куча разных приспособлений для того, чтобы переувлажнить волос, чтобы потом его высушить, ну, той же плойкой, да, или после плойки все-таки помыть голову и сделать маску. То есть, обращаясь к специалистам, косметологам, вы всегда найдете нужный совет и в этом плане. И у каждого он будет свой. И опять-таки, пробы и ошибки. Надо это учитывать. Ну, для того, чтобы волосы были крепкими, красивыми, конечно же, в первую очередь нужно позаботиться о своем питании. Цинк, железо и магний – это ключевые микроэлементы, которые должны ежедневно поступать в рацион из, если не продуктов, которыми мы питаемся, и блюд, то тогда в виде медикаментов. Ну, Тогда специальных витаминов для волос. Совершенно верно. Но мне кажется, те продукты, которые содержат и цинк, и магний, и железа достаточно много в Украине, просто нужно не полениться, зайти в интернет, почитать, какие же все-таки продукты, которые входят в ваш рацион, может быть, или нужно включить их в ваш рацион и подпитать организм. Если есть такие лентяи, которые не хотят этим заниматься, или очень-очень занятые люди, и прямая дорога в аптеку. В аптеке сейчас неимоверное количество выбора таких препаратов. Это могут быть как лекарственные средства, так и биологические добавки, но их действительно неимоверное количество, поэтому они так и обозначаются: волосы, кожа и ногти. Они так и пишутся. Но важно знать, что вот Надежда абсолютно правильно подняла вопрос о том, что все-таки наша красота приходит изнутри. И первое, что когда у человека начинаются сбои в правильном питании, начинаются сбои в их луке. Внешнем виде, конечно. Да. И мы это с вами замечаем, когда кто-то из наших знакомых, друзей, подруг решил сесть на диету. Это Да, просто бич такое. на самом деле Да, нашего времени, диеты. Сидела на диете, волосы сыпались просто караул. Прям на подушке большое количество волос сразу вот утром просыпалась и находила. Или когда расчесывалась, тоже Но на это расческе. еще раз доказывает, что все-таки вот все, что происходит в нашем организме, отображается на наших волосах, нашей коже и наших ногтях. Это вот первые звоночки, это колоколы к тому, что это факторы стресса. Это факторы стресса, это говорит о том, что с вашим желудочно-кишечным трактом что-то не алло совсем. Да? А почему, собственно говоря? Потому что вот те необходимые микроэлементы, необходимые для красивых волос, красивых крепких ногтей и кожи, они просто перестают поступать.
с пищей, но они обладают Почему они? Это же вот, например, я не знаю, что сера, да? Сера, да, она тоже нужна организму для волос, потому что сера обладает детоксикационной функцией, чистит наш организм изнутри. Так вот, она зачастую, ну, бывает в брокколи, в спарже, в парее, в ананасах и кокосах. Но тут всегда ли есть возможность кушать тропические фрукты? Ну, всегда есть возможность и в парее купить лук-порей, спаржу или брокколи. Она так всегда есть в наших супермаркетах. Да? Железо. Ну, железо — это зеленые овощи и мясо, а также чечевица, некоторые бобовые. Так вот, иногда те, кто отказываются от мяса, вегетарианцы, тоже у них есть проблема с тогда нужно заменить на волос. растительные, получается, продукты. Да, железо растительное. Или же все-таки принимать дополнительно. И еще я вот так вспомнила, что недостатком железа у нас грешат беременные. Да. И посмотрите сразу у них, что наступает с волосами, сыпятся сыпятся волосы. Становятся тусклыми. Совершенно верно, совершенно верно. Вот это показательно, да. Нашим волосам, коже и ногтям нужен калий. Что делает калий? Ну, калий нужен для того, чтобы уплотнять структуру ногтей и волос. Он чаще всего содержится в кабачке, в шампиньонах, в картофеле, в тыкве и даже в сушеных абрикосах высокая концентрация. Круглый год можно для всё гурманов приобрести. в лососе, пожалуйста, тоже могут поиспользовать. Кстати, в лососе у нас находится и омега-3. Да, которые жирные кислоты, которые обеспечивают блеск волосам и препятствуют ломкости. Надо сказать, вот омега-3 вообще какой-то уникальный такой продукт, который, вот о чем бы мы с вами ни говорили, мы обязательно упоминаем про омега-3. Да, потому что он является очень мощным антиоксидантом, очень мощным строительным материалом, участвует во всех вот этих биохимических процессах, является неотъемлемой частью. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика, ну я уже куча женские всего. гормоны, женские гормоны влияют и все что угодно. Вот, поэтому омега-3, пожалуйста, тоже сколько хотите в орехах, в рыбе или в БАДах, скажем так. Достаточное количество, выбор огромный на любой вкус. Да. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота, казалось бы, мы привыкли, что фолиевая кислота в основном необходима беременным женщинам вот для вынашивания плода. Железо, дефицит, фолиевая дефицит и так далее. Но вот и сразу видно на беременных, что у них плохо, что у них в дефиците. Да, беременные в 4-5 раз больше потребляют фолиевую кислоту и железо, чем чем обычный человек. Для них тоже есть специальные препараты, содержащие необходимое количество. Вот, так фолиевая кислота, я вас перебила, Надежда. Да, орехи, чечевица, злаковые и цитрусовые. И еще, оказывается, фолиевая кислота содержится в большом количестве в печени. И там говяжьей печени, и в рыбной печени. Это самый большой источник фолиевой кислоты. Печеночку? Да. Пожалуйста. Отлично. В общем, все можно. Все разобрали. Да, все можно со своего стола и вкусно покушать, и наполнить организм достаточным количеством. А какие привычки вредят нашим волосам? Вот, честно скажем, что у каждой из нас есть какие-то вредные привычки, которые все-таки влияют на состояние наших волос. Ну вот мы сегодня уже говорили об индустрии красоты и о том, что сейчас наши магазины предлагают огромное количество лаков, муссов и средств других для укладки волос, забывая о том, что интенсивное использование, постоянное использование, к сожалению, очень агрессивно, потому что это химические компоненты, которые мало того, что утяжеляют, но они еще действительно разрушают волосы. Поэтому одновременно использовать точно не рекомендуется. И если нужен какой-то очень красивый образ и нужно залакировать и что-то выложить прическу, при первой же возможности волосы нужно помыть и освободить от этого бремени.
Кстати, вот еще такой момент, как агрессивные красители, да, зачастую используют активные агрессивные краски, особенно для блондинок, которые очень сильно повреждают волосы, и потом их восстанавливать — это целая проблема, практически нереально. Что еще очень важно, это все-таки не так часто мыть голову, не в такой горячей воде. Помыв голову, стараться расчесывать волосы только гребешком, потому что когда они мокрые, они наиболее уязвимые и очень ломкие. Ну, то есть щетку отложить? Нет, нужно их, мне кажется, да, сначала широким гребешком, широкими зубцами, а потом, когда вы уже их просушите, получается, тогда уже дополнительно щеткой. И что еще говорят специалисты, не заматывать волосы в полотенце. Вот знаете, там вытер и закрутил такой тюрбан. А привычка? А для волос это плохо. Ну что с ними сбудется, это 5 минут посидят вот в этом тюрбане. Спутываются, ломаются и страдают очень. Ну тогда надо сказать, что привычка носить жесткие прически это разные утягивающие хвосты конские, да, утягивающие, что-то, что гребешки, которые затягивают, иногда даже от них может болеть голова. Шпильки. Вот это шпильки так красиво, да, это красиво, когда мы на это смотрим, но это так вредно для волос. Нет, это можно делать, но это не должно быть на постоянной систематической основе. Конечно, диеты нам сильно мешают в этом плане. Ну, они истощают организм. Мы уже говорили о том, что красота все-таки приходит изнутри, и как только организм наш недополучает какие-то микроэлементы, сразу дает о себе знать. Поэтому любительницам диет, ну, на самом деле показания могут быть всякие разные и связанные со здоровьем в том числе, им нужно откорректировать со специалистом, со своим лечащим врачом, либо, прочитав внимательно инструкцию к витаминам, дополнительную, конечно же, подпитку организма. Да. Да. Кстати, вот я вспомнила о том, что мы говорили про питание, про дефицит железа, которое влияет на то, что волосы становятся ломкими, но еще есть очень важный аспект, который нужно обратить внимание, это проблемы с щитовидной железой. Когда заболевание щитовидки, как мы говорим в народе, да, то тоже волосы сыпятся, становятся ломкими. Поэтому важно, чтобы йод присутствовал в рационе, какие-то там или морская капуста, или рыба, в гречке содержится йод. Но этот вроде бы к красоте не имеет отношения микроэлемент, но тоже очень важно. Видите, сколько мы нюансов раскрыли нюансов. Давайте поговорим о ногтях. Давайте. Как мы ухаживаем за нашими ногтями? Ну, мы уже приняли все витамины, мы уже, так сказать, с волосами разобрались, да? Вот понятно, что красота изнутри придет к ногтям, но все равно внешние факторы на наши ногти оказывают влияние, особенно зимой. Да, когда становятся около ногтевое ложе становится сухое, могут появляться заусеницы, могут быть не совсем аккуратные, красивые и так далее. Что же с этим делать? Ну, если говорить о народных средствах, то тогда вот всем любительницам красивого маникюра прям рекомендую взять блокнот, ручку и записать. Ух ты, например, такую маску для ногтей. Маску с красным перцем. Ух ты! Это не для очень чувствительных девушек. Эта маска... Но если перец стирает еще в голову. В голову, да, для усиления роста. Да, то для ногтей это менее, знаете, это достаточно щадящая маска. Это так просто нам кажется, что если мы ложку красного перца съедим, то, конечно же, внутри будет все гореть. Когда мы используем в виде маски, то это более щадящая процедура. Что нужно сделать? Нужно чайную ложку красного молотого перца смешать с 10 каплями кипяченой воды и 1 чайной ложкой любого жирного крема для рук. Сделать такую равномерную консистенцию. Достаточно просто. Да. Подержать на водяной бане буквально 10 минут. Это для лучшей сцепки действующих веществ. Да. И намазать на ногти ровным слоем. Подержать 20 минут, смыть и просто нанести поверху вот тот жирный крем, который вы использовали перед этим. Если будете делать регулярно, раз в неделю как минимум, то действительно вот от тех проблем, о которых мы говорили, вы избавитесь точно. А я еще делаю ванночки с солью. И лучше с морской солью. солью. Да, отлично. Да, вот эти ванночки с солью
Они, конечно, ну, надо это делать. Ну и укрепляет, да. и тоже йод Ну, содержится. Совершенно верно, да. А еще я делаю маски с воском. Но это и для рук в том числе, Да, в первую очередь даже не для ногтей, а для рук. Кстати, это очень приятная процедура. Это такая приятная процедура, это же воск теплый, когда ты обмакиваешь ладошку с погружением в эту ванночку, с этим воском, тепло исходит от конечностей, от кончиков пальцев, и становится тепло всему организму. Удивительная процедура, особенно зимой. Удивительно волшебная. Я делала что-то подобное, но, по-моему, парафинотерапия называлась. Тоже да, ты вот да, ныряешь в это средство, а потом одеваешь перчаточки такие, и действительно руки тебя благодарят за такой уход, и они становятся очень нежными, шелковистыми. Отлично. А можно еще взять лимонный сок и смешать с небольшим количеством соли. И тоже эту консистенцию нанести на ногтевую пластинку буквально на 20 минут. Тоже посмотрите, какой будет шикарный результат. Соль и лимонный сок. Вот прям взять половинку лимона и так вот хорошо нажать для того, чтобы получить там чайную, 2 чайные ложки этого сока. На самом деле количества не так много нужно. Да. А вот желатин, источник коллагена. Вот есть такая маска. В стакан кипящей воды растворить пол столовой ложки желатина, остудить и опустить туда пальцы минут на 20. Нужно попробовать. Тоже очень хорошо стимулирует. Мне кажется, что такой принцип, как с воском и с парафином, да. скорее всего. Да, тоже он обволакивает, отдает свой коллаген, полезные вещества в виде такой аппликации. Замечательно. А как же насчет витаминов? Ну, жирорастворимые витамины А и Е вообще must have. Должны быть в специальном ассортименте средств для ухода за ногтями, потому что они имеют жирную основу и напитывают кутикулы, ногти втирать, да, и ногти будут лучше расти, и кутикула не будет нарастать. Вот такая. Кстати, есть большое количество сейчас кремов с мочевиной. Да. Вот мы говорим как раз об уходе за кутикулой. Вот, пожалуйста, на ночь тонким слоем равномерно нанести на собственные ногти и на кутикулы вокруг, и ногти будут выглядеть, ну вот вообще руки будут выглядеть очень ухоженными. Да, есть, я пробовала это, да, действительно, эффект, но не каждый вечер, не каждую ночь, это нужно на ночь. Это, да вот хотя бы если раз в неделю мы будем неделю, да, и можно делать не на ночь, а можно перед сном и посидеть какое-то время с этим кремчиком, потом, если кому-то неприятно, оно можно смыть. Излишки смыть. Излишки смыть, да. Моя мама очень любила такое средство, потому что у нее руки были по пальчики повреждены от моющих средств, и это для нее было просто спасение, чтобы смягчать кожу. То есть те, у кого специфика работы такова, что они либо в воде постоянно руки держат, либо сталкиваются с какими-то реагентами, это вообще замечательное средство. Да. Мы забыли еще об очень важном моменте. Волосы, кожа и ногти, чтобы красота приходила изнутри, нужно, чтобы внутри все было хорошо. Чтобы все то, что мы принимаем вовнутрь, усваивалось. Доходило до этого корня волоса, доходило до этого кончика пальца и доходило до нашей кожи. Потому что наши волосы, кожа и ногти – это отражение нашего внутреннего мира. А точнее работы кишечника. Да, абсолютно верно, Надежда. Точнее, скорее всего, не скорее всего, а точно работы нашего кишечника. И если у вас есть такие проблемы, в первую очередь нужно обратиться за средствами, которые нормализуют работу вашего кишечника, а именно пробиотики. Пробиотики – это те маленькие такие бактерии, можно сказать, микробактерии, которые заселяются в вашем кишечнике, делают там микрофлору абсолютно добродушной, доброжелательной, да, для появления гостей в виде витаминов, в виде разных микроэлементов, которые поступают к нам через пищу или через таблеточки. И если все хорошо с кишечником, то он еще в одном из отделов отлично усвоит биотин. Это один из компонентов, без которого красота ни волос, ни ногтей, ни кожи невозможно. Да, биотин, кстати, очень часто используют врачи-дерматологи.
которые назначают его при лечении онихомикозов. Это грибка Ногтей. ногтей, да. И все думают, что это лечит ноготь. На самом деле он способствует быстрому росту. Чтобы быстрее срастала ногтевая пластинка, отрастала пораженная пораженная ногтевая пластинка. И врач, иногда назначая данный препарат, он говорит: абсолютно нормальный препарат, у вас вот быстро будет расти ногти, а волосы какие будут. И тем самым подкупает женскую аудиторию, ну, собственно говоря, мужскую тоже, что является действительно чистой правдой. Биотин входит в любой продукт, любую биологически активную добавку, которая направлена на красоту и здоровье волос. Если биотина нет, то это полный обман. Что-то не то. Это полный обман. Поэтому ищите его во всех витаминах красоты, чтобы он был. Ну и другие микроэлементы, которые мы перечислили. Ну, подводя итог, что можно сказать? Что хочется иметь красивые, здоровые волосы, светящуюся кожу, красивые, крепкие ногти. И все это в наших руках. Природа богатая, разнообразная, и с ней нужно просто найти общий язык. Ну, собственно говоря, что мы говорили сейчас. Поэтому не ленитесь, друзья мои, занимайтесь собой, берегите себя, будьте заботливы к себе и внимательны